Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Вы должны это знать, какие возможности вам откроются. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, какие возможности мне откроются, что я должен либо должна знать. Я надеюсь, вы все настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас от нас скрыто. Твое желание, хотите узнать. Так, интересно. Так, мои хорошие, что же вам открывается? Вам открывается дорога. Дорога. Ну, дорога здесь, знаете, какая? На нее решиться надо будет. Вы будете думать, стоит мне туда идти, либо не стоит. Стоит игра свеч, либо лучше воздержаться. Вроде как хотели, вроде как надеялись, мечтали, возможно, да, осуществить какую-то поездку, либо какое-то путешествие, либо действительно переезд, может быть, какой-то такой серьезный. Но возникнут какие-то осложнения, какая-то вскроется информация, которую вы упускали, да, либо не интересовались в принципе там деталями и подробностями. И у вас будет действительно дилемма, ехать или не ехать, делать или не делать. Здесь противоречивые данные такие будут к вам поступать. И еще человек, либо несколько людей будут смотреть на вас. Вот как вы решите, так все и произойдет. То есть еще тут ответственность на вас ложится. Смотрите, чтобы вам было проще принять решение, вам тут сразу и совет вышел. Совет такой. Новая жизнь не всегда начинается прямо с чистой дороги, да, без всяких там теней. Нет. Где-то с чем-то придется примириться, где-то что-то придется принять. Но это лучше, чем оставаться в том месте, либо в той ситуации, в которой находитесь именно вы здесь и сейчас. Понимаете? Да, чем-то придется пожертвовать, либо да, на что-то придется согласиться. Это нормально, это естественно. Ну, считайте, что вы билетик вы покупаете, да, билетик, там еще что-то нужно приобрести. Здесь вот главный посыл, какой дает вам песок, какой дают вам высшие силы, это не стоит оставаться в том месте, в том положении, либо в той ситуации, в какой вы находитесь сейчас. Движение – это сила, это возможность, это перспектива. Топтаться на одном месте, но это все равно, что себя приговорить. Приговорить и обрубить себе все возможные варианты на будущее. Поэтому, мои хорошие, следующая возможность у вас появится. Но появится она где-то так, знаете, сколько-то лет пройдет. Да? Готовы ли вы столько времени потратить впустую? Или, может быть, все-таки с чем-то смириться, примириться, что-то принять и пуститься в новую жизнь, в новые горизонты, в новые возможности. Подумайте об этом. Эта перспектива очень хорошая. Сейчас это все выглядит как-то скомканно, как-то так серенько, темненько, вот прям туда-сюда, да? Никак вы не можете вот успокоиться и адекватно принять решение. Подумайте о том, что будет, если вы это решение не примете, если останетесь в том положении, в той ситуации, в которой сейчас. Это гораздо хуже. Не упустите этот шанс, не упустите возможность. Поезжайте. Поезжайте. Не все так страшно будет. Нет. Там будут возможности, какие-то лазеечки, что-то можно будет обойти, с кем-то договориться. Нормально все пойдет. Хуже, если останетесь, либо хуже, если не примете это предложение, либо эту возможность. Дальше, мои хорошие. Здесь вот что-то связано с информацией и даже не информация. Может быть, что-то связано с какими-то данными, какие вы будете получать. Это относительно вашей работы, либо вашей учебы, каких-то ваших перспектив. Возможно, пойдет информация, что все будет плохо, либо там что-то отменяется, что-то не применяется.
вы понервничаете, и в этом есть какой-то тайный смысл для тех людей, кто будет давать вам информацию, либо кто будет посылать в пространство эту информацию. Здесь ухо вышло, но ухо закрытое. То есть вам прям так и советуют. Закрывайте уши. Не могу вам объяснить, с какой целью. Да? Вот я не вижу вот предпосылку, с какой целью люди это делают. Может быть, важно внести какой-то диссонанс, может быть, какую-то панику пустить. Да? Какие-то пойдут разговоры. Разговоры, что все будет плохо, там катастрофа, разрушение, запреты, там, баны, блоки и прочее, прочее. Никого не слушайте. Это время, оно пройдет. И, пожалуйста, откроется истина. А истина, она для вас положительная, она для вас хорошая. Вот как вы думали, оно так и произойдет. Вот если учились, если вы работали, ну, все будет замечательно. Тут расстраиваться и переживать не стоит. Дальше идем. Здесь мужчина выходит. Мужчина вот на птице летит, вернее, он пытается за хвост этой птицы ухватиться, чтобы к вам прилететь с левой стороны. Это мужчина ваш знакомый. Может быть, вы с ним на расстоянии находитесь, как-то так общаетесь. В интернете, может быть, общаетесь. Может быть, человек, ну, по разным причинам, да, сейчас вы не вместе. Может быть, где-то там поссорились, может быть, не договорились, либо не до конца договорились. У этого человека огромное желание к вам приехать. Но приехать он не может по одной простой причине. Вы то ли не зовете, то ли вы как-то неактивно зовете этого человека. Вот он готов уже лететь. Эту птицу он уже держит за хвост и говорит: ну давай, взлетай, мы полетим. Только вот зеленый свет мы получим и сразу полетим. Мои хорошие девочки, если вот это ваша ситуация, и вы понимаете, о чем я говорю, дайте вы ему этот зеленый свет. Даже если ваши отношения не сложатся, ну как любовная пара, все равно этот мужчина для вас очень важен и полезен. Вот что-то он для вас будет делать, чем-то вам будет помогать, подсказывать, либо благодаря его там участию что-то решится. Вот именно для вас, для вашей жизни. Не бойтесь, что там не получится, либо не сложится. Это не важно. Важно то, что этот человечек должен быть в вашей жизни и должен что-то хорошенькое в вашу жизнь вот принести и положить. Так, клювики принесет и положит. Для вас именно, для вашего будущего. Если у вас кто-то в режиме ожидания, давайте отмашку, включайте зеленый свет, пусть летит. Летит, встречайте. Ничего плохого не произойдет, только лишь хорошее произойдет. Следующий момент – это с кем-то договориться. Может быть, у вас есть, ну, скажем так, люди, ну, это не враги, скорее больше как там конкуренты, соперники. Может, с кем-то недопонимание какое-то происходит. Вот есть чувство антипатии. То есть человек, ну, не нравится, да, может, не нравится поведение, там, не нравится отношения, что-то не нравится в этом человечке. Вот у вас идет возможность с этим человеком договориться. Причем, ну, опять же, это не про дружбу, а скорее про какое-то сотрудничество, да, когда два человека абсолютно разных, с разными взглядами, с разными там ощущениями, вкусами и прочее, они договариваются, объединяются для совместного какого-то труда, да, либо какого-то совместного действия. По итогу выиграют двое. То есть и вы получите свою выгоду, и этот человек получит свою выгоду. Что может это испортить? Это ваша принципиальность. То есть, в принципе, да, так скажете: ой, ну мне этот человек не нравится, какие-то там грешки ему припомните, либо ей скажете: да, ну нет. Вот с ним вообще даже на одном поле вместе там и не присяду. Сами понимаете, зачем. Вот этого делать не стоит. Иногда нужно довериться, иногда нужно протянуть руку. И поверьте, там идет именно двойная выгода. То есть вы выиграете от этого совместного труда, да, либо от этой коллаборации, которая у вас произойдет. Не отказывайтесь. Подумайте на досуге. Вот прям отбросьте свою эмоциональную составляющую и просто подумайте. Да? Вот если мы начнем сотрудничать, если мы вместе начнем что-то делать, что получу я? Вот как это выглядит, да, сколько это весит. И взвесьте. Вот могу я пойти на сделку со своей совестью, то есть принять этого человека в свой круг, либо все-таки, ну вот, принципы возьмут верх. Я надеюсь, что в данном случае возьмет верх здравый смысл, потому что благодаря именно
вот этому сотрудничеству вы получите достаточно серьезную выгоду, серьезный такой прям бонус, куш, ну как это можно назвать. То есть вы получаете, не отказывайтесь. Иногда надо договориться. Иногда можно это сделать, там, найти в себе силы. Поверьте, выгодно, очень выгодно вам это идет. Так, еще какие возможности? Возможно, здесь идет на любовную тематику, то есть любовь. Но сразу хочу оговориться, что для людей это идет возрастных, то есть не для молодых, а вот людей в определенном возрасте. Здесь два человека вместе танцуют. Но они очень не похожи друг на друга. Здесь мужчина явно доминант идет. Ну, это выглядит, когда мужчина доминирует. На самом деле все будет держаться на женщине. Вот женщина маленькая фигурка, но женщина этого мужчину держит на веревочке. Понимаете? То есть может состояться такая пара, когда, ну, например, мужчина обладает какими-то значительными ресурсами. То есть он богат, он состоятельный, у него там может быть ну, какой-то статус, положение особенное. А женщина, ну, обычная простая женщина. Вот, они сойдутся. Причем, знаете, как сойдутся? Вот мужчина к женщине идет с любовью, а женщина принимает его вот как друга. Вот не совсем женщина будет любить, либо там с первого взгляда полюбит. Вот, но мужчина будет добиваться. Все будут думать, что ой, такая пара, там, значит, этот мужчина всем там правит, рулит, а по факту будет все наоборот. То есть внешне мужчина такой громкий, властный, сильный, а дома он будет прям, ну, такой ласковый, добрый котик. Вот идет такая пара. Если вы женщина уже, ну, скажем так, на определенном рубеже возраста, если вы говорите, что не хочу больше никаких отношений, вообще, в принципе, хочу отдыхать, хочу там с внуками возиться, там какое-то у меня хобби, увлечение, не хочу я мужиков. И к вам идет такой замечательный кавалер, ну, понимаете, во-первых, любви все возрасты покорны. Во-вторых, этот человек вам, ну, скрасит жизнь, да, разукрасит ее там всеми красками. У вас с этим человеком будут и путешествия, и какие-то интересные там увлечения, какие-то невероятные знакомства. То есть он вас как будто бы переместит в какую-то новую жизнь. Жизнь, которую, может быть, вы только там в сериалах по телевизору видели. То есть будет очень интересно. Мало того, со временем вы поймете, что да, человечек этот вам родной, что вы его любите. И превратитесь действительно в замечательную, счастливую пару. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня для молодых людей есть новость. И касается она треугольника. Здесь вроде как я не могу сказать, то ли кто-то в паре женат, то ли вот есть мужчина, да, две женщины. В принципе, либо брачные между кем-то есть связи, союзы, либо ну вот оно все к этому идет. Ну, вы, я так понимаю, вы, кто вот смотрит, для кого идет это предсказание, вы свободны, а скорее всего у парня, там, мужчины есть другая женщина. Там не будет союза. Не чувствуйте свою вину. Это не потому, что вы появились. Это потому, что те люди, они совершили ошибку. Они не любят друг друга по-настоящему. Они просто, ну, знаете, как там, перепутали дружбу с любовью. Либо, ну, им так удобно было. Может быть, кто-то их в эту пару запихнул. То есть вот не пара они, не пара для высших сил. И пары они не будут. Может быть, там у них какие-то страсти были, ну кто его знает, понимаете, там вот по случайности они оказались вместе, и вот теперь типа тянут, типа, ну мы же любим, ну мы же там должны и прочее. Может там друг другу по дурости пообещали, а теперь оба не знают, как выйти из этой ситуации. А вы можете отказаться от этого человека. Я вижу, что вы очень такой честный, порядочный человек, вы можете сказать, ну нет, там же пара, почему я буду их разбивать и разлучать? Но они не пара, вот не обманывайте себя. Вы знаете, вот вы с этим человеком, вы пара, вы не зря встретились. И не зря вас так сильно друг к другу потянуло. Это не страсть, это любовь. А вот то, что у них было, это, ну, это ошибка, это глупость. Так что не вините себя, не отказывайтесь от этого человека. Они все равно вместе не останутся, не разойдутся. Ну не будут они вместе, вот вообще не будут. А вы, если откажетесь, вы потом жалеть будете. С этим человеком могут сложиться замечательные отношения. Но он будет слушать вас. То есть, если вы его отправите там куда подальше, он уйдет.
Он уйдет, потому что покорится вашей воле, скажет, значит, она меня не любит, значит, не нравлюсь. И он там будет где-нибудь страдать, вас вспоминать долгие годы, и вы будете сидеть, вспоминать и страдать. Зачем? Зачем отказываться? Я вас просто предупредила, да, что они не пара, чтобы вы не думали, там, что грех беру на душу и прочее. Нет, там такого нет. Дальше, мои хорошие. Возможность. Тут возможность идет на возвращение. На возвращение в семью блудного мужа, да. Тут именно муж идет. Человек, который, может быть, уходил и уходил не раз, может быть, даже вообще как-то ушел, грубо, как предатель, либо как вор, да, вот прям убежал, сбежал, исчез. У этого человека какие-то сложности в жизни происходят, либо произошли, и вот появится желание искупить свою вину. Появится желание, я не могу сказать, что прям совесть, да, чтобы там, к детям идти, что-то детям делать, либо там вам помогать. Нет, это не так. У него больше как желание вот для себя, чтобы мне было легче, чтобы душа у меня была легкая. Вот я буду помогать этой семье, я буду помогать детям своим, своей бывшей буду помогать. Вот это желание его толкнет. Хотя вот поспутно у него и чувства-то к вам на самом деле есть. Просто он их куда-то там загнал очень глубоко-глубоко. В свое время вот сам себя накрутил, что вот я хочу там вольной жизни, я хочу там гулять, активничать и прочее, прочее. Вот. И человек потихонечку будет к вам поворачиваться, начнет с того, что будет помогать, как-то либо пересылать вам помощь, либо сам появится, там, принесет вам помощь. Не запрещайте, не отказывайтесь от этой помощи. Во-первых, так должно быть. Это восстановление справедливости, если он вам помогает. Я понимаю, что вы обижены на этого человека. Может быть, знаете, как скажете, да, тебя с твоими там деньгами, с твоей помощью. Иди, где был. Вот так не надо делать. Примите эту помощь. Во-первых, она вам нужна. А во-вторых, это по-честному, это по-справедливому. Так должно было быть, и пусть так будет. Вот об этом подумайте. Обиду, у вас еще будет возможность, прекрасная возможность, чтобы ему обиду свою высказать и даже не отомстить, скорее там судьба за вас отомстит, но вот насладиться моментом, да, вот как он придет, расскажет, что как там ему плохо пришлось, как он там вспоминает, сожалеет и прочее. Это будет момент вашего триумфа. Вот. А помощь примите, пожалуйста. Так, какие еще возможности? Здесь идет возможность на новую работу, либо на новое дело. Возможно, вы сейчас работаете, либо, возможно, вы чем-то занимаетесь. Но если вот занимаетесь, да, бизнес, например, у вас свой, либо сами на себя работаете, что-то дела вот в последнее время не очень пошли, не очень, какие-то риски появились, что-то где-то там трещинки пошли, и вы переживаете. Не переживайте. Трещинки пошли, потому что ваш бизнес, он как-то морально устарел. Его нужно было менять, и вы дошли до той точки, когда уже это необратимый процесс. То есть вы должны меняться, вы должны менять свой бизнес, может быть, направление своего бизнеса, может быть, как-то там какой-то креативчик применить, да, какие-то новые подходы нужны. Не бойтесь, не переживайте, у вас будет подсказка. Подсказку вы получите, я не знаю, то есть с чего-то вы ее увидите, потому что у вас все-таки как экран идет. Может быть, по телевизору услышите что-то, поймете, эврика, надо же делать так. Либо в интернете что-то увидите. Какую-то вот информацию вы увидите. Это будет толчок. Толчок на то, чтобы вы как-то провели полный апгрейд своего дела, своего бизнеса. Для тех, кто работает, есть острое желание на то, чтобы сейчас все бросить и, например, поменять свою работу, либо сферу деятельности, либо в принципе, да, там, устала, да, не хочу ничего делать, не хочу работать. Вы лучше потерпите. Потерпите, кому-то потерпеть нужно там 2 недельки, кому-то 2 месяца. И у вас вот через 2 периода времени идет какая-то необычная ситуация, связанная с тем, что вы в один момент вот через несколько ступенек по карьерной лестнице можете прыгнуть вверх. То ли люди будут уходить, то ли что-то будет происходить. То есть вы окажетесь в такой ситуации, либо ваш работодатель, что вот есть вы и больше никого. Вот. И вам будут делать предложение, очень крутое предложение в плане карьеры. То есть там возглавить проект, возглавить отдел, возглавить, что-то вот такое сделать.
Если вы упустите эту возможность, ну поверьте, вам очень сложно будет это нагнать. Конечно, возможно, но сложно. Вот. А если вы примете, то в вашем, ну вот как это называется, в вашем резюме, да, либо в вашей трудовой книжке, да, по-моему, трудовая книжка называется, будет запись, что вы вот были там руководителем, либо там старшим каким-то менеджером, да, старшим специалистом. Это очень хорошо для вас и для вашего будущего. Это такая возможность, ну, люди там годами на нее работают, а у вас как-то через 2 периода времени само собой образуется, без каких-то конкретных действий, там, усилий с вашей стороны. Поэтому я вам лично рекомендую подождать. Уйти вы всегда успеете, вот, новую работу сможете найти. А вот именно так по карьере, вот через несколько ступенек перепрыгнуть, ну, где такое бывает? Такое крайне редко случается. Так, и еще у меня здесь про здоровье речь идет. Я не могу понять, ваше это здоровье, либо кого-то из ваших близких, да, за кого вы очень переживаете. Здесь предлагают, либо предложили уже, да, какое-то сложное лечение, еще очень дорогостоящее. Может быть, даже лечение, которое требует прям какого-то длительного ожидания. Но если мы говорим о сложных операциях, то нужно очень долго ждать. Если мы говорим о каких-то методиках, там ну, если какие-то особые заболевания, то тоже там как-то дорого, куда-то нужно ехать, чего-то там нужно дожидаться. И все очень непросто выглядит. Вы переживаете, но у вас какая-то проблемка, что вы обращались как-то узко, да, то есть в один там кабинет ходили, то есть к одному специалисту, либо, может быть, к нескольким, но в рамках какого-то одного пространства, то есть в рамках, например, вашего района, либо вашего города. Вам обязательно нужно поискать дальше, потому что возможности у вас именно за пределами вашего района, либо вашего города, либо вашего региона. Где-то подальше туда надо будет ехать, причем, наверное, таки долго надо будет ехать. Есть намного какие-то более продвинутые технологии, где и лечение будет более эффективным, и менее дорогостоящим. То есть там есть возможности. Поищите, вот прям возьмите и поищите, озадачьтесь. И очень много в интернете всяких форумов, очень много людей об этом общаются. Там, вообще, в принципе, люди обо всем общаются. Поищите, вы найдете. То есть вы сейчас расстраиваетесь, думаете, боже, как же это сложно, как же это долго, там, получится, не получится, это вообще там вопрос риторический. Просто поищите, вы найдете возможности, много, кстати, возможностей. У вас очень много ниточек идет, то есть не одна возможность, а вот там 3-5, вот как-то так идет. Вы обязательно найдете, и обязательно у вас все получится, и все будет замечательно. Так, мои хорошие, ну и напоследок, вот самое главное, вот венец, обратите внимание, вы видите, человек у меня стоит под защитой, и человек стоит вот в каком-то вот положении, да, выше, чем другие. У одних из вас это откроется как, вернее, отыграется как открытие ваших каких-то возможностей, вот и реально ваших возможностей, возможностей вашего тела, вашей психики, ваши таланты, ваши какие-то врожденные там знания, умения. А у других отыграется как защита очень мощная. То есть вам высшие силы предоставят такую возможность, да, быть защищенным человеком. То есть вот не коснется вас беда. Да, вот будет стоять 10 человек, разразится гром, да, 9 намокнут, а 1 останется сухим. Это будете вы. Вот не могу понять, то ли может быть через какое-то действие ваше, через какой-то, может быть, обряд у кого-то, либо через вашу веру, да, вот что-то вы в себе сами раскрываете. И благодаря этому, да, вы себя реализуете как талантливый человек, способный интеллектуал. Либо вы себя реализуете как человек абсолютно защищенный. Вот это, кстати, замечательно. Это вы сами в себе, вернее, найдете и сами в себе раскроете. Вот эта возможность, ее не избежать. То есть, если здесь у вас еще был выбор, когда вы думаете, стоит, не стоит, надо, не надо, могу, не могу, то здесь это 100% случится. Это потому что ваша судьба. Ваша судьба либо себя раскрыть, вот как талантливого, способного человека, либо
получить, например, дар, либо такую способность быть под защитой высших сил. То есть такой прям оберег на всю жизнь. Все, ничего не коснется, все мимо пройдет. Так что, мои милые, у вас еще все впереди. Очень много, кстати, интересного с вами произойдет. Вы еще об этом не догадываетесь, но многие уже чувствуют, что жизнь меняется. Потому что трансформация закончилась. Потому что самое вот сложное и страшное вы оставили позади. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.